В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы этого выпуска. В Устнере сносят заброшенные и ветхие дома. Подробнее о проводимых работах. Кабинет профилактики и корректировки деменции открыли в селе Барагонцы у Салданского улуса. Подробнее о проекте. Юбилейные 30-е игры Дегына будут ознаменованы небывалыми призами. Расскажем, какими. Путин поручил изучить идеи бизнеса России о порядке возвращения зарубежных брендов. До 1 июля текущего года правительство страны должно рассмотреть предложения отечественных деловых кругов об условиях возвращения иностранных компаний в Россию. Поручение дано по итогам встречи президента с деловой Россией, которая состоялась в мае. Тогда, во время общения с предпринимателями, Владимир Путин заявил, что, прорабатывая условия возвращения в Россию зарубежных брендов, нужно учитывать поведение наших партнеров в предыдущие 3 года, а также смотреть, как это будет отражаться на рынке. Крупнейшая в Якутске поликлиника рассчитана на 600 посещений. В смену строится в Гагаринском округе на принципах государственно-частного партнерства. По соглашению с правительством республики группа ВИЗ обеспечивает привлечение внебюджетного финансирования, проектирование, строительство и последующую техническую эксплуатацию объекта. В настоящее время строительная готовность нового медучреждения 85%. С прилегающей территории вывезена техника и временный штаб строительства. Выполняется благоустройство. На пешеходных дорожках уже уложена тротуарная плитка, устраиваются подъездные дороги и проезды. Основные работы развернуты внутри здания. Одной из причин непривлекательного вида поселка Устнера являются ветхие строения. На протяжении многих лет никто не занимался сносом переселенных и брошенных домов. В этом году вопрос решается более активно. В бюджете поселка на эти цели заложена статья расходов, и силами индивидуального предпринимателя уже снесено несколько домов. В целом за лето планируется снести 8 строений. Это заметно очистит поселок и освободит место для нового строительства. Вы сносите сами, да? Да. И вывозите? Да, и вывозим мусор, да. Не планируете? Ну, почему? Потом заравниваем, ровную площадку оставляем. Дом мусор вывозим, сносим, мусор вывозим, и ровная площадка остается. Засыпаем грунтом. У нас тут 5 домов. И работает, что у нас, погрузчик, 2 самосвала. Ну, вот экскаватор арендуем, тоже привлекаем. Втроем работаем, я, брат, племянник. Потихоньку возим, вывозим. Эксперты отмечают рост экологически чистой местной продукции в Якутии – молока, мяса, рыбы и ягод. При этом заготовители сталкиваются со сложностями в области экспорта продукции за пределы региона, так как для товаров такого рода действуют соответствующие требования. Прежде всего, продукция должна быть сертифицирована и входить в федеральный реестр. Об этом шла речь специалистов Роскачества на встрече с региональными производителями. Наша основная задача была в том, чтобы региону помочь с тем, чтобы появились первые сертифицированные производители органической продукции. Достигнуты определенные договоренности. Например, с Васильевой Алиной Ивановной обсудили то, что Хангаласский район может быть вообще первым в России районом, где будут только сертифицированные производители органической продукции. Мы очень рассчитываем, что у нас до конца года уже будет хотя бы несколько органических производителей на территории республики. Мы будем всячески, как Роскачество, этому способствовать, поддерживать производителей. В селе Барагонцы у Салданского улуса в комплексе Центра социальной защиты населения открылся кабинет на проекту «Незабудка». Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленный на профилактику и корректировку деменции. Цель проекта – сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Автор проекта – директор Республиканского комплексного центра социального обслуживания Наталья Пахомова. Этот кабинет предназначен для профилактики деменции, раннего старения, когнитивных нарушений. В рамках этого кабинета будет работать наш психолог, наши социальные педагоги, социальные работники. Для старшего поколения и граждан
с ограниченными возможностями здоровья старше 55 лет. Зрители канала «Якутия-24» уже знакомы с настоящим изобретателем. Его изделия, станки для изготовления сетей, вернее, его схемы и чертежи разлетелись по всей России. Автор станков Леонид Евстифеев категорически против патента. Убежден, такие станки нельзя монетизировать. Они должны быть доступны всем и всюду. Елена Фаст с подробностями. Грамотой главы Алекминского района отмечена работа одного из волонтеров штаба «От инкюрия с любовью». Нашему герою выразить, во-первых, огромную признательность и благодарность за то, что в трудные годы нашей Родины здесь очень такое большое подспорье нашим за ваш труд и за вашу засчитывать не буду, вот так вот скажу. Это тот самый знаменитый Леонид Евстифеев, чьи руки создали не один станок для изготовления сетей. Каждое изобретение дает возможность в разы ускорить процесс, и теперь это занимает час-два вместо прежних недель. Ух ты! Да, вот видите, 34 готовы. и все это на станок. Раньше вы первые сети плели галстуком, первые эти. Вручную. Да, это все вручную. В эффективность повышения плетения сетей для наших ребят. И повторюсь, как правило, в волонтерских клубах работают женщины, такая активная часть населения. Конечно, это труд разрезания, подготовка лент, это такой трудоемкий труд. И что говорить, если в месяц 2 сетки плели раньше вручную, то теперь я тут пришел, где-то минут меньше 15 уже готовые сети. Представьте, как производительность сказывается. Поэтому трудно переоценить этот вклад. Вдохновением стала военная операция. Там у героя сын, зятья, брат. Поэтому задача проста – защитить ребят чем возможно. Ближайшие планы? Ближайшие планы. У меня есть 2 разработки. Даже по одной разработке уже чертеж. Не буду раскрывать пока, что надумано. Но я обязательно реализую все это, как надумал. Будут еще станки. В основном сети – дело женских рук. Леонид максимально облегчил процесс, которым сейчас все заняты. Все работы ведутся в здании детского садика «Колосов» силами коллектива и исключительно в свободное время. Благо, мобильные станки и скорость позволяют сейчас заниматься этим в сон-час или в выходные. Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, ребята должны видеть помощь в тылу. И как раз такие изобретения, такая помощь, тут, во-первых, и общество консолидируется. Меня очень радует взаимодействие наших клубов в нашем районе друг с другом. Говоря Леонид Владимирович, тут со всех уголков России звонят. Тут управ делами мне буквально сегодня говорит, вчера звонили с центральных городов России. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Как установить ребенка, раскрыть его внутренний мир и настроить на верный путь в жизни? Об этом обсуждали на республиканском слете приемные родители, специалисты из органов опеки и попечительства, соцработники и психологи-педагоги. В республике 226 семей установили более 600 детей. До прихода приемных детей супруги проходят тестирование, специальные обучающие курсы. Также специалисты отдела опеки проверяют домашние условия семьи. Основные требования – это по состоянию здоровья медицинское заключение должно, по состоянию здоровья должен быть кандидат готов к этому. Также должен работать, сведения о работе должны предоставлять, и условия должны быть. Несудимость. Самое главное, чтобы все-таки дети не находились в учреждениях. Это главная самая политика того, чтобы все-таки сокращались учреждения и было побольше детей, которые именно устраиваются в семьи. В городе на Неве на прошлой неделе прошел Международный экономический форум. Он состоялся в 28-й раз, объединил более 24 тысяч участников из 144 стран мира. Наиболее многочисленные делегации прибыли из Индонезии, Китая и Арабских Эмиратов. Почетный статус страны-гостя форума в этом году получил Бахрейн. Якутия традиционно приняла участие и заключила 21 соглашение на сумму 58 миллиардов рублей. И на таком представительном форуме впервые говорили и о национальном виде спорта Якутии – масс-рестлинге. Его
олимпийских перспективах на стенде Министерства спорта России прошла стратегическая сессия. Одна из целей масс-рестлинга – Олимпиада 2036 года. Хочу поблагодарить Михаила Ильича Дегтярева, который первый раз в стратегическом сессии включен в наше развитие масс-рестлинга. Мы рассматриваем в 1936 году, что попали в олимпийскую программу, и сперва мы должны через Всемирную летнюю универсиаду, которая пройдет в 1929 году в Америке. И как раз мы над этим работаем, чтобы попали в Всемирную летнюю универсиаду, а потом уже Олимпийские игры. Юбилейные 30-е игры Дыгына будут ознаменованы небывалыми призами. Абсолютный чемпион получит 3 миллиона рублей и автомобиль УАЗ «Патриот». Серебряный призер «Лада Нива Тревел», а бронзовый призер мотоцикл «Реджил Мото». Также в этом году впервые на финальную часть Тугилге вступят 16 многоборцев. В течение года спортсмены прошли 3 этапа отборочных соревнований. И уже в эти выходные на священном месте Усть-Хатын определятся победители игр Дыгына. Сегодня во время пресс-конференции прошла жеребьевка участников. Мы как организаторы думаем, что будет накал. И сегодня ребята готовились, хотят себя показать. Молодые парни уже обгоняют своим тренировочным процессом и по результатам. Поэтому мы посмотрим. Возможно, будут новые имена, которые будут больше 10 лет участвовать в нашем ИСХе, Туймаде, и показать свои лучшие качества, лучшие результаты. Всероссийская научная практическая конференция к играм Манчары стартовала в СВФУ. Ключевая тема – подготовка к предстоящей спартакиаде по национальным видам спорта, в которых ожидается участие более 1700 спортсменов. На 2 секциях обсудили актуальные проблемы развития национальных видов спорта и вопросы подготовки кадров. Эксперты обсудили роль этих соревнований в развитии национальных видов спорта, укреплении национальной идентичности и физическом воспитании молодежи в целом. В принципе, мы видим, что национальные виды спорта способствуют развитию тех физических качеств, которые необходимы народу в условиях того климата и тех региональных особенностей, в которых он проживает. Они нацелены на это, в данном случае на выносливость, на силу, на координацию, способность преодолевать длительные расстояния, большие напряжения и так далее. Не каждый вид спорта не национальный этому способствует. На этом пока все. Еще больше новостей расскажу в информационной программе «Итоги дня». До встречи.